Добрый день, дорогие друзья! 21 ноября ежегодно Церковь празднует такое событие, как Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, которое в народе называется Михайлов день. Вообще Церковь учит нас, что кроме видимого земного мира существует и мир невидимый. И в невидимом мире существует множество добрых, бесплотных, бестелесных существ, ангелов. Ангел переводится с греческого как «вестник». Приставка «архи» обозначает «главный», самый большой. И среди архангелов Священное Писание, канонические книги называют по именам двух архангелов, Михаила и Гавриила, которые оказали наибольшую роль в утверждении Церкви Божией на земле. Так, архангел Михаил упоминается в ветхозаветной книге, например, пророка Даниила, а также в новозаветной книге Откровения Иоанна Богослова, а также в иных местах Священного Писания. Мы знаем, что архангел Михаил явился полководцу Иисусу Навину и помог ему в завоевании земли обетованной в Ветхом Завете. Также мы знаем, что архангел Михаил возглавит небесное воинство, когда будет последний значительный бой с дьяволом и иными темными силами, и архангел Михаил выйдет победителем, как это следует из Откровения Иоанна Богослова. Вообще данный праздник, который отмечается 21 ноября, был установлен Церковью еще в начале IV века, и архангел Михаил почитается как покровитель воинов, как защитник веры. Именно поэтому на иконах чаще всего архангел Михаил изображается в воинских доспехах. И ведь название архистратиг и переводится практически как воевода, военный предводитель сил небесных. В собрании Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени Ивана Дмитриевича Воронина находятся 3 иконы с изображением архангела Михаила. На первой иконе, которую я сейчас держу в руках, он изображен в стилизованных античных доспехах, на его плечах наброшен алый воеводский плащ. Мы видим в его руках огненный меч. Данная икона, видимо, была аналойной и использовалась в церкви Иоанна Богослова, откуда и поступила при ее закрытии в 1938 году. И с тех пор хранится в собрании нашего музея. Данный образ первой половины XIX столетия выполнен в академической манере и является типичным для русской иконописи XIX века. Другая работа из собрания нашего музея – это икона начала XX столетия, которая была создана во Владимирских иконописных селах. Она воспроизводит иконографию такую, которая складывается в XVI столетии и называется «Архангел Михаил, грозный воевода сил небесных». Здесь архангел Михаил изображен скачущим на крылатом коне. В одной руке у него мы видим Евангелие и труба апокалиптическая, в другой руке он держит копье, которым на самом деле он поражает дьявола. Но это более такая усеченная и упрощенная иконография. Мы видим, что сама работа, безусловно, достаточно дешевая и выполнялась для крестьян, была сама по себе недорогой, поэтому и написано не все, и написано достаточно просто. Вот такой грозный, скачущий всадник, архангел Михаил, в то же время по крестьянским поверьям являлся и до сих пор считается, что был и покровителем, в том числе и крестьянского труда, и был защитником от порчи, сглаза и колдовства в том числе. Поэтому такой образ особенно любили в народе. Третья икона из собрания нашего музея – это чудо архистратига Михаила в Хонях. Это самая маленькая икона из собрания нашего музея, всего 10 на 9 сантиметров.
Данная икона была закуплена у старинного жителя Саранска в 80-е годы и с тех пор является украшением собрания нашего музея. Итак, как повествует древнерусское произведение, в IV веке проторжеся земля в пустыне Иерапольской, и явился источник, от которого архангел Михаил подавал исцеление. Затем около этого источника был построен храм, и при котором поселился человек праведной и благочестивой жизни Архип. Архипа очень не любили язычники, и они вознамерились разрушить храм и утопить Архипа, пустив поток водный. Тогда Архип взмолился к архангелу Михаила, он явился, и, как мы видим, говоря языком средневекового произведения, расторжеся земля, и вода устремилась в образовавшуюся таким образом расщелину, и храм был спасен от разрушения, а святой Архип от потопления. И вот данные события изображают нам вот такая небольшая, совсем, можно сказать, миниатюрная икона, которая выполнена в канонической технике, также в среднерусских иконописных мастерских. Это очень тонкая работа, который поражает своим мелочным письмом и виртуозностью исполнения деталей. Итак, сегодня мы с вами кратко познакомились с тремя совершенно разными иконами из собрания нашего музея. Это икона каноническая, икона академическая и икона народная. Они все говорят об одном, о безусловном почитании архистратига Михаила в народе.